Объясню, почему я так думаю и почему я считаю, что это так. Потому что в том же 2016 году, я просто хочу вам зачитать, сейчас не буду многословен и не буду читать полностью текст, да, как грузинские политики о перспективе восстановления юрисдикции Грузии в Абхазии, дайджест грузинской газеты «Асавал досавали». Хочу вам зачитать. Батону Звят, это вопрос корреспондента. В последнее время вами было сказано, что вы, работающие в России, грузинские бизнесмены, готовы вместе с абхазами и осетинами выкупить Абхазию, Скинвальский район. Это очень интересная тема, в которой в свое время апеллировал ныне покойный Багри Патрицикашвили. Что говорит Чатишвили? Ну, во-первых, хочу сказать, что наша партия имеет реальную программу восстановления территориальной целостности Грузии, экономического возрождения страны, в отличие от других, которые обманывают народ, мы себе этого не можем позволить. А сейчас отвечу на ваш вопрос. Как мы это представляем? Вот насколько реально выглядит выкуп Абхазии по частям? Это не из сферы фантастики, спрашивает корреспондент. Чатишвили говорит, нет, все это абсолютно возможно. Наша партия состоит из очень богатых людей. Есть миллионеры и миллиардеры, готовые принять участие в существовании этого плана. Так, извините, я пропущу просто для того, чтобы не... Ну, кому интересно, это есть в интернете, можете прочитать. В осуществлении нашего плана программы активно участвуют наши абхазские и осетинские братья. Повторюсь, это 16-й год обсуждения закона у нас в парламенте по продаже недвижимости, да, в котором участвуют наши абхазские и осетинские братья, которые выражают готовность вместе с нами выкупить Абхазию и Скинвальский район. Положение таково. Сегодня в грузинских домах живут другие люди. Для того, чтобы между беженцами и жильцами этих домов изначально не разгорелась трагедия, мы готовы в Абхазии и в Скинвале купить земли и начать строительство домов. В России в настоящее время существует до 70 грузинских общин, и все они готовы принять участие в создании совместного фонда. Не буду читать дальше, кому интересно, может почитать. Почему я зачитал именно это? И почему я связываю сегодняшний законопроект об апартаментах именно с этой ситуацией? Потому что никто не запретит россиянам, по происхождению грузинам, проживающим на территории России, как и строить, так и купить, скинуться деньгами, а они готовы это сделать, купить эти апартаменты для своих беженцев.